Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Считанные дни остаются до празднования Дня Великой Победы. В канун праздника повсеместно планируют различные акции и инициативы, посвященные главному весеннему празднику. О том, как в этом году вся республика готовится к празднованию Дня Победы и в целом о патриотических мероприятиях, расскажет гость в студии Надежда Махтачевская, первый заместитель министра по делам молодежи и соцкоммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, о мероприятиях ко Дню Победы. Традиционно главному празднованию предшествуют различные мероприятия, акции, инициативы на местах. Вот давайте начнем с них. Мероприятия у нас будут проходить 6, основные мероприятия будут проходить с 6 по 9 мая. Основное такое мероприятие 6 числа – это, конечно же, акция всероссийская «Поем двором», где мы поздравляем наших ветеранов, устраиваем мини-концерты во дворах их, ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны у нас по республике осталось всего 16 человек. 12 из них проживают в городе Якутске, зарегистрированы в городе Якутске, да, и на их дворах будут проводиться мини-концерты, мини-парады. Это мероприятие мы проводим совместно Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, Минкультуры, окружная администрация города Якутска. Все торжественные мероприятия в городе Якутске, конечно же, в основном проводятся силами окружной администрации города Якутска. Также 6 числа в продолжении акции «Поем двором», оно у нас будет проходить практически целый день. Начинаем с 10 утра и где-то после обеда последний у нас адрес в 4 часа. Да. Поздравления ветеранов. И параллельно у нас будет развернута полевая кухня в Парке Победы. Если сказать о местах вообще проведения, это, конечно же, Площадь Победы, это, конечно же, Парк Победы. Это основные места, где будут проходить у нас мероприятия, приуроченные к Дню Победы 9 мая. Так, Еще, да, 7-8 числа у нас будут проходить традиционные возложения цветов с 11 с 12 часов. Это Парк Победы, это мемориал солдат Победы. И 7 числа традиционная тоже акция будет проходить «Свеча Победы». В этом году она называется «Свеча Победы». Ранее она называлась «Свеча памяти». Да, были рекомендации, чтобы мы его провели 9 числа, но мы для удобства населения все-таки оставили ту дату, которая у нас была всегда, 7 мая. Она у нас будет проходить традиционно на площади Победы. Мы всех гостей, жителей города Якутска приглашаем присоединиться. Основное мероприятие, конечно же, у нас будет проходить 9 числа. Традиционно это, в принципе, все жители города, все жители и гости города Якутска знают, как они проходят у нас. Это, конечно же, парад военной техники. Это же, конечно, парад наших основных силовых структур. Это присоединяются и кадетский корпус, и общественники, юноармейское движение, проходит парад. Хотелось бы сказать о бессмертном полке. Очень много вопросов по бессмертному полку. Многие говорят, что бессмертного полка в этом году не будет, но это совершенно не так. Цель акции, это, конечно же, увековечивание памяти павших в период Великой Отечественной войны и в целом в и в специальной военной операции, это и афганская война, это и чеченская война. И мы должны чтить память всех тех, кто отдал жизнь за мирное небо. И молодежь у нас должна знать своих героев. И эта цель нашего бессмертного полка, она, конечно же, безусловно сохраняется. Но формат проведения бессмертного полка, он в этом году меняется. По всей России он меняется, не только у нас в республике. И предложено всего 4 формата проведения акции «Бессмертный полк». Это первый формат, что мы можем распечатать
портреты своих героев, дедов, прадедов, братьев и так далее, и повесить их на окнах автомобилей, на окнах. Ну, конечно же, мы рекомендуем, чтобы автомобили были чистые, помытые, чтобы портреты вывешивались у нас на прозрачные окна, окна без тонировок и так далее, но с внутренней стороны, да. И они, конечно же, не мешали вождению. Это безусловно. Вторая акция, второй формат — это нанесение логотипов на футболки. Ну, в принципе, можно, я думаю, на любую одежду. Накидка может да, тоже подойти. накидка тоже, в принципе, может подойти, потому что, ну, 9 мая мы не в центральной России живем и не в южной России, поэтому с учетом климатических особенностей, я думаю, что можно их нанести на более теплую одежду. Да, хэштег у нас тут идет один, герои с нами, по бессмертному полку с нанесением. И в течение дня люди ходят вот в этой одежде. По городу, по населенному пункту, таким образом. Третий формат — это ну, кто не желает там на одежду, у кого нету автомобилей, возможно, да, или у кого-то есть дресс-код по работе, допустим, люди, те же, у которых специальная одежда, вот, силовые структуры, да, органы внутренних дел и так далее, да, есть, они ходят в определенных формах, поэтому рекомендуется одеть бейдж. То есть бейджи можно распечатать фотографии также на бейджах и с таким же хэштегом носить. Ну, в принципе, его можно носить и не только 9 мая, да, 9 мая. И, конечно же, самая такая гибкая форма, которая, в принципе, подходит всем, в том числе и пользуется достаточно большой популярностью, это онлайн. Онлайн-размещение фотографий. Приветствуется вообще размещение фотографий путем смены аватаров в социальных сетях. Это тоже очень хорошая такая акция. Ну, она, конечно, идет отдельно от бессмертного полка, акция вообще смена по аватарам, но, в принципе, можно и вот тут как бы Сменить аватар, добавить хэштег, может быть, да. и уже участие в акции Да. реализовано. Онлайн-версия у нас идет в целом на сайте мойполк.ру. Это всероссийский сайт, где можно направить свои информацию о своем герое, и они также будут размещаться в социальных сетях и крутиться по телевидению и во всех возможных мессенджерах, на которых можно, ну, и на том же сайте «Мой полк». Также ВКонтакте и в Одноклассниках тоже есть страница. Можно зайти, «Бессмертный полк», там тоже можно отправить информацию о своем герое, тоже будут там размещаться и крутиться. Вот все вот это вот. В городе Якутске у нас бесплатно распечатывают с 28 апреля по 9 мая информацию в многофункциональном центре «Мои документы» в рабочее время по Амосова 18. Можно уже сейчас подходить и бесплатно распечатывать. Также делать принт на футболках, бейджи и так далее. Да. Это можно сделать бесплатно в «Мои документы». И, конечно же, с предпринимателями, которые имеют у нас полиграфические компании, мы работу также провели, что не будем делать бизнес из этого, и чтобы не было ни в коем случае резкого повышения цен. Это тоже контролируется, и думаем, что понимание мы с полиграфическими компаниями имеем, и они тоже, конечно же, идут навстречу и поддерживают вот эту вот акцию. Ну, еще одна традиционная акция, георгиевская ленточка, она уже началась. Вот сколько ленточек будут раздавать в этом году? И кто и где будет их раздавать? Как можно получить?
Да, акция у нас да, традиционная, ежегодная, проводится силами общественной организации «Волонтеров Победы», присоединяются и другие общественные организации. Она уже началась 28 апреля и в городе Якутске, и в других районах республики. Наши волонтеры выходят на 4 площади. Ну, в городе Якутске это 4 площади. Площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, Комсомольская площадь, площадь Победы. И бесплатно раздают ленточки георгиевские с памяткой, как нужно ее носить правильно. Чтобы, ну, людям тоже нужно максимальное информирование. Памятка такая очень короткая, очень подробно там, в то же время она короткая, но очень подробно там емко описана, с рисунками и так далее, как мы должны носить георгиевскую ленточку. Ну, в принципе, я, наверное, уже поучаствовала. Мне вчера на площади Ленина дали георгиевскую ленточку, да. И я думаю, что все желающие также присоединятся. Ну, в этом году мы традиционно раздаем георгиевские ленточки. В этом году у нас 60 тысяч штук по всей республике. Это мы передаем всем муниципальным районам, организациям, которые, конечно же, участвуют в первую очередь в организации празднования тех мероприятий, которые у нас приурочены к 9 мая. И общественные организации, наш Северо-Восточный университет, высшие учебные заведения, СУЗы и так далее, всем им предоставляются бесплатно георгиевские ленточки, чтобы все гордо носили тот символ дани уважения нашим ветеранам. Хорошо, ну вот какие еще патриотические мероприятия запланированы на этот год? Патриотических мероприятий, ну, все мы знаем, да, конечно же, с началом и специальной военной операции вообще в последнее время очень большое внимание уделяется вообще патриотическому воспитанию, в том числе молодежи. И в этом году ежегодно самое большое у нас мероприятие для детей – это слет юнармии. Слет юнармии, положение мы планируем буквально на этой неделе направить муниципальным нашим образованием, и они будут до 30 июня в муниципалитетах проводить муниципальные отборы слетов юнармии. По итогам муниципальных отборов уже будут к нам приходить заявки, и в сентябре месяце где-то, ну, традиционно, где-то числа 20-22 сентября у нас проходит здесь республиканский слет юнармии. Это очень одно из самых больших масштабных мероприятий в республике для молодежи. Потом, конечно же, по патриотическим мероприятиям у нас участвуют все общественные организации. Они не делятся у нас патриотического они характера, военного они характера, духовно-нравственного и так далее. Это все у нас является патриотическим воспитанием наших граждан. В этом году вы знаете, что в прошлом году указом президента, федеральным законом у нас открыто большое движение, российское движение детей и молодежи. И в это движение у нас входит, ну, если по-простому сказать, это у нас такая главная дорога среди общественных организаций молодежных, детских, юношеских, куда должны войти все общественные организации. И механизм работы, как мы будем работать, в том числе по патриотическому воспитанию, уже будет полностью идти координация с российского движения детей и молодежи. Каждый у нас ребенок, в том числе несовершеннолетний и студенты, они должны быть организованы досугом. И главная задача российского движения детей и молодежи – это, конечно же, организовать полноценный досуг для всех молодых граждан нашей республики. Что ж, Надежда Вячеславовна, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам, ответили на наши вопросы. Ну, желаем успешного проведения всех запланированных мероприятий. И, конечно же, с наступающим вас Днем Победы. Да, поздравляю всех жителей Республики Саха-Якутия с наступающим Днем Победы и желаю принять участие приглашаю принять участие на мероприятиях. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.